по инженерным нормам должен быть определенный участок возле многоквартирного дома, то есть придворовой участок, то есть там площадочка, какая-то аллейка, еще что-то. Но застройщик, который рядом строит многоквартирный дом, отнял полдвора и хочет еще и забрать аллейку, то есть люди, когда выходят из дома, получается, проходят, сразу попадают на проезжую часть. Законно ли это? На самом деле, ваш застройщик не имеет права просто так захватывать чью-то территорию, ну вообще территорию какую-то, тем более в городе, потому что все, что делают застройщики, так называемые компании, которые занимаются строительством, они получают разрешение у хукумата. То есть надо посмотреть его карор, там, да, его документы о том, что имеет ли, ну какой территории именно ему выделили. Если этой территории, которую вы указываете, нет, скажем, у него в документах, то, конечно, он не имеет права этим заниматься. Вы можете обжаловать его действия в соответствующую структуру и его приостановят, там, да, скажем. Но если ему дали какое-то разрешение на строительство в данном участке, здесь уже вопрос немножко другой. Опять-таки, надо с хукуматом на эту тему написать письмо и потребовать, соответственно, объяснений по данному вопросу. Контролеры, они обязаны быть очень вежливыми. То есть его дело небольшое, разносить квитанции и все, там, да, скажем. Вопрос оплаты, не оплаты, это уже немножко другой вопрос. Есть закон, предусматривает, допустим, судебный порядок взыскания этого долга, еще какие-то методы, но никак не путем угрозы или оскорблений. Поэтому, если будут какие-то оскорбления со стороны контролеров, надо записать его имя, соответственно, и сначала в барх тоджик, да, можно обжаловать, скажем, жаловаться на его действия, в случае чего можно и в ту же прокуратуру, в суд, где угодно. То есть, если вас он оскорбил, как-то обматерил, то его можно вообще привлечь к ответственности по мелкому хулиганству. На самом деле, это не нотариусы навязывают, это больше приграничный контроль навязывает, потому что не пропускают на практике, но у нас нету никаких законодательных норм, запрещающих вывозить детей с одним из родителей. Это больше практика, скажем, нежели закон. И не я сам обращался, но коллеги обращались по этому вопросу в вышестоящий орган и получали ответ о том, что нет запрета на вывоз детей с одним из родителей, опять-таки, если нет запрета какого-то официального от другого родителя. Допустим, второй родитель имеет право там, да, в целях того, чтобы его ребенка куда-то не увезли вдруг на постоянное место жительства, потому что в соответствии с семейным кодексом общение родителей и детей это как бы священное, скажем, право и детей, и родителей. Один из родителей, чтобы не использовал и не уехал куда-то на постоянное место жительства, тем самым увозя, скажем, ребенка от общения с другим родителем. Второй родитель, то есть, может какие-то препятствия там, да, поставить запрет. Но если этого нет, нельзя требовать ни доверенность, ни запрещать выезжать за пределами страны с одним из родителей. На самом деле это не закреплено нигде в законодательстве, что должна быть платная и бесплатная дорога. Я полагаю, что это взято из других стран, нормативных актов других стран, где четко прописано. То есть наша страна довольно небольшая, по сути. Есть страны, которые имеют очень много дорог, соответственно, там, да, есть много. У нас одна платная дорога. Есть страны, которые имеют большое количество платных и бесплатных дорог. И там, чтобы не было вот таких вопросов, скорее всего, где-то в каких-то законах они закрепили норму о том, что должна быть бесплатная и платная. Оттуда и появилось, скажем, данное выражение. В законодательстве Таджикистана, по крайней мере, я не видел, не встречал какую-то запрещающую норму, скажем, ограничивающую, чтобы должна быть платная и бесплатная дорога. Можно, если получено законным путем, если технично как-то кого-то будет записывать, скрытой камерой, специально выводя на какой-то разговор, то на суде не будет иметь никакого доказательства, если вы человека заранее не уведомили, либо это не спецоперация какая-то, да, скажем, без санкций определенных органов, тогда полученные такие аудио-видеозаписи не имеют сил. Если, опять-таки, у вас штраф за полгода ранее, то вы его не оплачиваете, оно сгорает автоматически. Иногда я знаю, что на практике требуют у вас оплаты за прошлый период, там, да, якобы как-то вам отправили. Вы должны потребовать, имеете право потребовать квитанцию, соответственно, там, да, когда отправили, куда отправили, и вам должны предоставить, а потом у почты вы можете уточнить, приносили ли вам там, да, то есть у почты какие-то там отметки должны быть о том, что вам предоставлено. Возможно, вам предоставили домой, а вас не было дома, кто-то получил, где-то положил его там, да, я не знаю.
Но вопрос в том, что если всего этого нет, то вы не обязаны оплачивать данный штраф. Да, этот вопрос я поднимал, кстати, перед министром внутренних дел, и он обещал с этим вопросом разобраться, чтобы не взыскивали деньги у тех, которые совершили правонарушение за полгода ранее и не были уведомлены должным образом.